даты 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Святой долг каждого россиянина сохранять в памяти народной на века подвиг тех, кто подарил нашей Родине свободу и бесценное счастье жить на мирной земле. Наше собрание предваряет подготовку к знаменательной дате 75-летия Великой Победы. Подготовка к встрече 75-й годовщины Победы ветеранской организации Северного округа 5 октября 2019 года было объявлено и принято положение о смотре конкурсе на лучшую первичную ветеранскую организацию пенсионеров, ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Северного административного округа до Москвы и достойной встречи 75-летия Победы. Мы также на основании положения наш район тоже включился в этот смотр-конкурс, который должен был проводиться с 15 января по 28 февраля. Основная задача смотра конкурса была посмотреть, как в наших 6 ветеранских организациях организована работа по социально-бытовой защите ветеранов, медицинской защите, организационной, культурно-массовой, патриотической, как мы работаем с участниками войны, инвалидами войны, вдовами фронтовиков, тружеников тыла, воспитание молодежи, как у нас идет в районе. Все это на лучших традициях нашего народа и для достойной встречи 75-летней юбилея Победы. Я уже сказал, что 6 первичных организаций принимали участие в смотре конкурсе. Вчера заседала комиссия оргкомитета, который был создан для этого мероприятия, которая определила лучшую первичную организацию нашего районного совета. Сегодня утром провели заседание президиума нашего совета ветеранов, где утвердили ту первичную ветеранскую организацию, которую вчера определили на оргкомитете. Я позволю ваше внимание и зачитаю только выдержку. Вот по первому вопросу слушали председателя оргкомитета о выборе лучшей первичной организации. Выслушав всех председателей комиссий общественных, которые оценивали работу наших 6 первичных организаций, президиум решил на основании положения о проведении смотра конкурса, итогов смотра конкурса, выводов общественных комиссий районного совета ветеранов и получения максимальной оценки в 10 баллов утвердить победителем смотра конкурса первичную ветеранскую организацию номер 2 председатель Волосович Нина Васильевна. По согласованию с главой управы Денисом Михайловичем принято решение о награждении первичной организации почетной грамотой и ценными подарками. Значит, наградить почетной грамотой и ценными подарками. Значит, Волосович Нину Васильевну, Ермолин Одинокову Людмилу Юрьевну, Болдырева Андрея Сергеевича, Маришкину Галину Дмитриевну, Волкову Татьяну Васильевну, Угняву Екатерину Акимовну, Смирнову Людмилу Борисовну, Махонина Николая Васильевича. Денис Михайлович, я вас попрошу прийти сюда и наградить наших победителей. Награждается Волосович Нина Васильевна.
записи. И как еще. Так. Да. 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 И подарок давай. Все. Я буду говорить, чтобы ускорить. Так. Так. Так, Болдырев Андрей Сергеевич. Да, конечно, совсем. Волкова Татьяна Васильевна. Грамоту вперед. Его учить не. Лугняева Екатерина Акимовна. Роза, вы ко мне снимите на мой, когда меня будет, ладно? Для всех. Все. Ермоленко Валентина Григорьевна. Маришкина Галина Дмитриевна. Одиноко Людмила Юрьевна. Махонин Николай Владимирович. Спасибо. Вот вы. Спасибо. Смирнова Людмила Борисовна. Людмила Борисовна. Так, по первому вопросу есть все, да? Дальше. За участие в смотре конкурсе на лучшую первичную организацию и активную работу в Совете ветеранов, посвященную Дню Победы. Петова Анна Георгиевна. Анна Георгиевна, пожалуйста. Вот это. Вот вам. И вот
когда был конкурс, мы попросили управу, чтобы нам вот такие сделала памятный подарок Совет ветеранов каждой первейшей организации. Поэтому мы вот Анне Георгиевне дарим. Это ее Славный коллектив. славный коллектив. Красота. Все желания, Евсеева Маргарита Алексеевна. Евсеева нет? Заболела. Все, в сторону. Камынина Светлана Андреевна. Грамоту переверни. Это третья. Так, еще разочек. Ага. Румянцева Татьяна Васильевна. Это наш ветеран Татьяна Васильевна. Ей пока фотографии нет. И Журавлев Игорь Николаевич. Самая многочисленная. Так, еще разочек. Сейчас слово на голове управе, а потом вам нам место. Уважаемые ветераны, уважаемые коллеги, мне всегда очень гордо, очень приятно, очень радостно за то, что у нас в районе такие замечательные, молодые, красивые и энергичные девчонки и мужчины, которые такую активную, бурную деятельность ведут, которые своей энергией заряжают и окружающих, и нас, как органы исполнительной власти, и всегда являются для нас настоящей опорой, где-то и покритикуют, где-то посоветуют, где-то похвалят, где-то приголубят. Вам огромное спасибо. Вы настоящее состояние нашего района. Я вам желаю крепкого здоровья, долгих лет энергичной и радостной жизни. Мы рядом с вами будем у вас и учиться, и заряжаться энергией, вот, и помогать вашей инфраструктуре. Вам огромное Я на своем имени и от ваших хочу лишь поблагодарить главу управы за то, что мы сегодня здесь. Уважаемые ветераны, нам прибыли с округа заместитель председателя комиссии по патриотической работе Ирина Викторовна. Смелые сестры наши ветераны, прелестные наши женщины-герои. И в преддверии замечательного детского праздника 8 марта хочется всех вас поздравить. Спасибо вам за патриотизм и стойкость. Желаю, дорогие, безграничного здоровья, жизненных сил, долголетия. Пусть ваша душа будет вечно молодой и красивой, а сердце добрый и отзывчивый. Вы наша гордость и слава, наша сила и победа. В вашей жизни было много и хорошего, и не очень. Но пусть в памяти останутся только светлые воспоминания. И пусть ваша
присутствует с окружного совета Виталий Васильевич Мальцев, полковник. Он потом, или вы сейчас скажете, или попозже? Попозже, Алексей. Он наш. Сейчас сразу всего. Я передаю слово Нине Васильевне. Проходите, пожалуйста, за стол. Здравствуйте, уважаемые ветераны. И я хочу сегодня, чтобы вы получили такой позитивный заряд от нашего мероприятия, которое посвящено Дню защитника Отечества и в преддверии Международного женского дня. Но все эти праздники, как бы мы приурачиваем к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На нашем празднике присутствуют гости, уже объявили, значит, управа, с округа, с района, ну и наша первичная организация. Все, что вы увидите сегодня, это все сделано силами нашей первичной организации. Война стала ужасной трагедией для нашего народа. Она коснулась каждого сидящего здесь в зале, каждой семьи. И мы обязаны всегда помнить, кто нас защитил. И мы обязаны этим мирным небом над головой именно тем, кто не пришел с войны. Давайте почтим минуты молчания памяти о них. Сколько дорог было пройдено во время войны? И начнем мы с песни «Эх, дороги». К вашему вниманию дуэт, значит, «Два крыла», я помню. Это наш председатель культурно-массовой комиссии и ветеран, значит, Волкова Татьяна Васильевна и Воденин Василий Михайлович. Песни дороги, слова Шанина, а музыка для всех, кто знает слова, сами понимаете, милиция, самодеятельность, не артист. Так что уж извините, если что не так получится. Но вы старались. Это будет потом. Мне тоже налить? Мне тоже налить? Вы
холода, тревоги, за зимой я. Снег прилетел, вспомни, друзья, нам дороги эти позабыть нельзя. Написал ее как военный марш. Но поскольку там такая замечательная мелодия, то потом пошли люди стали рисовать. Вот мы хотим вам один из первых вариантов слов вот сейчас выпустить. Кстати, тоже говорят, вроде Агапкин написал. Музыка точно его, а вот слова, да. Слов много и разных. Вот сейчас. Надо продолжать всегда. Но они не знают, что вставать надо. Что там случилось? Чего что ли мог? Летят рожа, ходят вокруг поезда, а в них солдаты, и в небе темно горит солдатская звезда. А в них солдаты, и в небе темно горит солдатская звезда. Летят, летят года, а песня ты с нами всегда. Тебя мы помним, и в небе темном горит солдатская звезда. Тебя мы помним, и в небе темном горит солдатская Это снега среди полста, вечерней новой зари. Все пройдет, но прощать не смотря. Ты храни мое сердце, храни. Нет, не будет душа безучастна. Справедливости света такие. За любовь, за славянское братство. Отдавай жизнь сохрани. Прощай, мальчика. Вот у тебя с самого начала до конца как будешь разделять на фотографии и на все прочее? А фотография там отдельно. Отдельно? Давай.
Передвинься вот сюда, пожалуйста. А Света туда сядет сбоку. Тань, замолчи уже. Нет, она стоит здесь. Микрофон говорить надо. Да. Громче в микрофон. Вот. Всё, спасибо. Садись. Тетушка, садись. Так, давайте. Чай налили, пить можно пироги налить. Да. Дед дома, что частенько бывал он в угаре, любил по лугам погулять. Дед Ленька, необразованный, не знает, что бывший сосед был в маках убогом словом, в Россию влюбленный поэт. Стихи его словно проталенные, тихие, словно водная гладь, смоленые лодки причаленные, куда не печалимся гать. Шумели поэты Московии, познавшие славы Платона. И кто тогда знал о Рубцове? Он кто? Вологодский Ростов. Стихи его чистые снеги, доросные травы Руси, печальные песни телеги, закатного солнца лучи. Травинка асфальт пробивает, молитва творит чудеса, в лампаде фитиль догорает, минуты текут в часах. В январскую стужу родился, крещение на небо взлетел, а черствость людскую разбился, храни себя, Русь, повелел. Раз приближается День Победы, бессмертный полк. На Тверской парит бессмертный полк. Ты замри, спасенная столица. Для победы парень отдал все, что мог. Внуки, правду, запоминайте лица. Долго ждали нынешний парад. Пекло войн, прошедшие герои. Было вам в боях не до наград, заслонившим родину собой. Фотографии с горостью глядят на потомков, память сохранивших. Тысячи и тысячи солдат за тебя, меня, за нас погибших. 7 десятков минуло годин. Правнуки шагают по планете. Господи, пусть будет мир един. Запах пороха не знаю, ваш день. Тысячи и тысячи идут. Марш от Белорусского вокзала. Не забыть мне скорбных тех минут. Сыновья и внуки, ветеранов мало. Для создания книги посещал бабушек, дедов преклонно-летних. Словно в пекле с ними побывал. В документах, в треуголках верхних. Чарку с ветераном осушил. Драил пастой медали боевые. А дедок сквозь слезы говорил, как погибли парни молодые. Многим не дожить до сотни лет. Нам нести о подвигах их память. Так давайте же выполним завет. Их не только в День Победы славить. Дети войны. Песня, которую не переживайте, не могу сказать. Написал ее пюре, вот слова пюре, а музыка. Исполняет
снят по фильму «Видение». Спасибо. А у вас нету блюдечка, да? Блюдечко-то положи. А прям так. А, вот Девочка, положи, чтобы нам... Вот сейчас прозвучит песня, которую все вы знаете. Ну и, мне кажется, вообще все ее любят. Песня называется «В лесу прифронтовом». Слова Исаковского, музыка Бланша. Поем? Кто слова знает? Я не знаю, кто. Ну да, те, кто не знает, то просто поем. Средний сон, играет
Слово предоставляется главе управы Республиканского района Канукову Денису Михайловичу. Уважаемые друзья, прежде чем уйти, к сожалению, дела зовут, я еще раз хотел выразить восхищение вашей вот такой позитивной, хорошей энергетики. Большое спасибо нашим артистам, потому что хотелось и спеть, и немножко повальсировать. Жалко, что не баянист. Но я хочу сказать об одном важном событии, которое у нас планируется еще до 75-летия, до 9 марта. Да, у нас, вы все знаете, что мы стоим на пороге таких очень серьезных изменений в основной документ страны, это Конституция. И вы помните, что Конституция писалась у нас в момент, когда мы потеряли союз. И в этот момент экстренно собирались люди, в том числе иностранные специалисты, которые, так скажем, оказывали помощь в написании этого документа. Да, в кавычках. И, конечно, вот это все было сделано, создавалось вот в тот момент, вот в той сложной ситуации. Сегодня мы на пороге вот новых, что называется, свершений. Мы уже по-другому выглядим вот на международной арене, да, мы уже по-другому выглядим как страна и как вот субъект этой международной политики. Мы отвоевали свое право на суверенное слово, на точку зрения по всем событиям международным. Мы сейчас видим, что многие пытаются оспорить итоги Второй мировой войны. Ну и вот все вот эти моменты важные, которые сегодня стоят перед страной, сегодня, конечно, мы должны учитывать вот в разработке этого документа. Мы знаем, что сейчас идут активные согласования, идут обсуждения, еще окончательно документ не сформирован, но уже слышно о том, что там планируется ввести, значит, и пункты по запрете на передачу территорий. А сегодня этот момент настолько важен для страны, для будущего развития страны, чтобы просто зафиксировать эти вещи. Вопросы, отраженные в Конституции по индексации пенсий, да, то есть что индексация будет обязательной для исполнения каждый год. Мы видим, что там вносятся
социальные гарантии. Ну, вот она в общем становится более такая социальная, направленная на защиту незащищенных слоев, на защиту семьи, на стимуляцию того, чтобы наша молодежь больше, более смело шла на создание семьи, на рождение детей, большие гарантии для того, чтобы вот там можно было жилищные вопросы решать, ну и так далее. Мы увидим его, как только он будет сформирован документ, мы еще его с вами обсудим, пообсуждаем. Но фактически сегодня мы видим, что вот это голосование, оно у нас идет вот на уровне поддержки этой идеи, да, идею, которую выдвинул наш лидер Владимир Владимирович. И вот сейчас, в этот переходный момент, когда мы вот вступаем в наше будущее, нам нужен новый документ, который будет отражать наши чаяния, наши заботы и наших последующих поколений. Поэтому еще обсудим, как я говорю, мы его, да, пункты, и вы в своих коллективах тоже обсудите. Но уже сейчас я хочу вас попросить обратиться с тем, чтобы мы уже вели работу над тем, чтобы люди понимали, что в апреле, примерно, наверное, 22 числа, там обсуждается сейчас дата, когда это будет, но пришли на избирательные участки, до кого нужно дойти, избирательные комиссии обязательно это сделают. От вас мы там тоже попросим указать, кто нуждается в том, чтобы до них дошли выездная комиссия. И обязательно принять участие, выразить свое мнение по этому поводу. Ну вот по этому вопросу хотел высказаться. Вам еще раз огромное спасибо за ваш талант, за вашу доброту, за ваши широкие, большие, добрые сердца. Всего вам хорошего. Война — это всегда горе, слезы, смерть. А Великая Отечественная война была самая страшная из всех войн, унесшая около 30 миллионов жизней. Поэтому Великая Отечественная война — это слова священные для каждого русского человека. Чем дальше уходят прошлые события тех дней, тем дороже воспоминания. Память нужна не мертвым, память нужна живым. И пусть сейчас звучит песня «Прощайте, скалистый город». Суровый металл,
кто знает. А из какого кинофильма вы помните? Ну, это сериал был «Московская Новый рот раскалёна так. Лупят зенитки 3 ночи, 3 дня. Гимнастерки на снимке. И обнимаешь меня, как эти тучи волной напоминают море, напоминают старьем, и чайки давно, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс. Если останусь живой на войне, встречусь с тобой в родной стране. Ну а пока мы воюем, ты не забудь обо мне, эти тучи голубов напоминают море, напоминают сырье, чайки давно, мы с тобой С той стороны сфоткались, наш вот край. Микрофон, пожалуйста, только не надо. Ага. На военную тему. Да. Вот, хорошо. Ветеранов войны. Он вернулся с войны в 45-м, обожженный в сражениях огнем, сохранив стойкость в сердце солдата, правду тех окаянных времен. Он испытывал жгучую муку от потерь в кровожадной войне и войны беспощадной науку наяву испытал он вполне. И не струсил смертельной той бойни, жажду жизни усилив в себе, бил врага все сильней, все упорней, став героем в жестокой борьбе. Долг солдата — живое стремление мир добра на земле сохранить, храбрых павших не скинуть в забвение, жизнь их памятью вечной пролить. Страх новобранцев. Так был похож на покаяние солдата старого рассказ. Видение в черном одеянии ему являлось и не раз. Стоит с косой и ждет сражения, и смотрит пристально в окоп. У паренька от напряжения трясутся руки, льется пот. Зелененькие новобранцы с цветочным медом на губах друг другу показать боятся. Мучительный невольный страх. Боязнь становится болезнью, живет тайком, нутро скребя. Пройдет, когда солдатик землю полюбит больше, чем себя. Страх разожмет свои объятия, когда боец, забыв о нем, застонет о погибших братьях под перестрелочным огнем.
Вперед, ребята! Крикнет ротный, и зов откликнется в сердцах, и дробь стального пулемета поднимет насмех смертный страх. «Безымянной высоте» эту песню написал, музыку написал Блантер, слова Матусовского. Вы знаете, эта песня, любимая песня о войне моего отца, фронтовика. Война для него длилась очень долго, потому что встретил он ее на границе. Он перед войной служил на границе. 9 мая он был в Кёнигсберге, а домой вернулся только в 1948 году из Манчжурии. И вот эта песня его любимая, хотя она написана после войны. Вот эту песню я посвящаю ему, ну и вообще, естественно, всем фронтовикам. Дымилась роща под горою, а вместе с ней был закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят, как новых друзей хороших, лежать осталось у незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светила, падая, ракета, как догоревшая звезда, что хоть однажды видел это, тот не забудет никогда, он не забудет, а так яростные те незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами веселый кружили, и было видно словно днем, только крепче мы дружили. Под перекрестным огнем, и как бы трудно не бывало, в своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка на
руководства округа Мальцеву Виталию Васильевичу. Присядь, отдохни, съешь блинку. Я уж поел. Дорогие друзья, я, конечно, перед вами уже не первый раз выступаю, но такое событие как бы упустить нельзя. 2 дня назад отгремел салют по случаю 102-й годовщины дня, будем как говорить, Красной Армии. Или... Нет, подождите. Не перебивайте. Когда в 1918 году создали Красную Армию. Была война. После войны в 1949 году стал День Советской Армии и военно-морского флота. Да. Ну, все мы здесь вроде взрослые люди, и мы помним, как отмечали этот праздник. Этот праздник был не рабочим днем, то есть рабочим днем. Черные самая цифра на календаре, все работали, и только войска отдыхали. Это был их праздник. День Советской Армии и военного. Мы все равно их поздравляли. Но прошло определенное время, ветераны Великой Отечественной войны уходят, а преемственность поколений, а как про них, и вот в то время и был создан День защитника Отечества. Было время. И на этот счет у меня вот такое стихотворение. В прошлом веке это было. Не забудем этих дней. Страна армию родила, честь и гордость вместе с ней. Красной армией в ту пору назвала ее страна. По одной сосенке сбору создавалась она. Все победы ее громкие, ее подвигов не счесть. Мы сейчас ее потомки отдаем ей гордо честь. Эти дни проходят круто для военных, для страны. И молва ведь не раздута, мощно мы оснащены. И ракеты с гиперзвуком лишь в России созданы. Безопасности порука, ВПК для всей страны. Танк, армата, самолеты, впереди планеты всей. Чудеса творят пилоты. Нет, поверьте, нас мощней. А солдаты, офицеры в огонь, в воду за страну. Да и мы, пенсионеры, подмокнем, как в старину. Вспомним поле Куликов, сколько били там врага. Гнали яростно, толково от родного очага. Всем народом врага били на Чудском, и стар, и млад. В мировую всех мочили, за страну не ждя наград. От нас армии всей слава, в мыслях, сердцем всегда с ней. Ты мощна, ты величава, нет тебя для нас родней. И когда я прочитаю стихи, я сразу вспоминаю. Я вспоминаю своего последнего начальника, героя Советского Союза Мартынова Ивана Петровича, генерал-лейтенант. Действительно, герой. Ведь понимаете, какая судьба у человека сложилась, когда после форсирования Днепра он получил звание Героя Советского Союза посмертно. Но он оказался жив, и звание Героя под сукно. Он проявил себя, когда командовал дивизионом при форсировании реки Одер. И вот тогда он получил по-настоящему звание Героя Советского Союза. Прекрасной души человек.
замечательный воин захоронен на мемориальном кладбище Мытищ. Я что хочу сказать. Действительно, уходят от нас ветераны. Я, как председатель комиссии по увековечению памяти защитников Отечества, я прекрасно это понимаю. И всегда, при любом случае, пытаюсь рассказывать. Если встречается молодежь со мной, рассказываем о тех боевых днях, которые были во время Великой Отечественной войны. И вот сейчас мы в канун 75-летия Победы. Как сказал министр обороны, это будет грандиозное событие. 75 лет. Поймите, 20 государств будут участвовать помимо России на параде Победы. Это что-то значит. Значит, нас уважают, значит, с нами считаются, значит, мы служим верность своей родине, своему народу. И вот после того, как мы 2 дня назад отпраздновали День защитника Отечества и плавно переходим к Дню женскому, поэтому решите о большинстве женщин, поздравить вас с наступающим праздником, пожелать вам счастья, пожелать вам здоровья, пожелать вам благополучия и всего-всего вам самого доброго. Спасибо. Отметили 102-ю годовщину нашей Красной Армии. Человек достоин одного уникального ордена Красной Звезды, который действительно был первым орденом после нашей революции. И в этом ордене есть один знаменитый знак. Единственный орден, где используется звезда Марса в правильном положении, вверх ногами. А Марс – это война, это победа. А спеть? А спеть? И сейчас будет последний войны, последний музыка издала Михаил. Нам было просто не до отдыха с тобой. Пол Европы, но послушки промахали. И завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, но трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видела маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видела маму. 4-й год замечен я, леди принцесс. Как же ты догадалась, моя ласточка? Ты видик снимаешь, да? А мы не дотронулся рукой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Ничего, может, горяченько подавать. Последний раз Россию а за нее посмотреть совсем не страшно. Хорошо. Спасибо. Еще немного, еще чуть-чуть.
Щербинка. Я возьму. Не видела, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, Давно. Дети, попавшие на фронт, дети партизаны, комсомольцы, которые организовывали партизанские отряды в годы Великой Отечественной войны. В нашем Северно-административном округе есть несколько улиц, названных этими героями-комсомольцами. Это Зоя Александра Космодемьянская, Лиза Чайкина, которые были посмертно удостоены героем Советского Союза. И позвольте мне вот прочитать, я с 4 класса знаю это стихотворение, хотела бы вот про Лизу Чайкину, организатора партизанского отряда. Ночь, гестапо, пьяная разведка, на полу окурки и плевки, и стучит в окно березы ветка, и снежинки падают легки. Заметает снег леса и долы, офицер всю ночь ведет допрос. Партизанка ты из комсомола? Ты над Волгою взорвала мост. Я служу на почте. Понимаю, здесь на почте. И перо скрипит. Где отряд? В каком лесу? Не знаю. Лиза сжала губы и молчит. Будто все слова она забыла. Никаких имен не назвала. Били, ни слезы не проронила. Мучили, на помощь не звала. Камни только могут так молчать, как молчала Лиза. Не понять офицеру силы и упорства этой девушки простой вид, что так гордо перед ним стоит. С полу поднялась в крови. Будет ли когда-нибудь рассвет? На полу застыл кровавый след. Но в годы войны женщины сражались наравне с мужчинами. Это были и летчицы, и пулеметчицы, и зенитчицы. А сколько было вынесено с поля боя простыми медсестрами, которые также под пули, под снаряды, но раненых вытаскивали. Низкий поклон женщине-воину, низкий поклон женщине-матери. Услышь меня, хорошая. А я тоже, ей уже 5 раз сказала, не надо так, я не ставим, он вдохнул. А я, мне не нравится первый. Что? Нет, я про... Это что такое? Про гречку. Это что? Это начиненные блинчики. Не, ну не только я видно, правильно. Мы худеем сегодня. Слышь меня, красивая, заря моя, вечерняя, любовью красивая, заря моя, вечерняя, любовью красивая. Вдоль по улице, а месяц небе светится, а месяц небе светится, что нам с тобой встретиться. Еще косою острою, угорова не сложена, еще не вся черемуха, тебе в окошко брошена. Еще не вся
тебе в окошко брошена. Еще не скоро молодость, да с нами распрощается. Любви покуда любится, встречай, пока встречаются. Встречай меня, хорошая, встречай меня, красивая, царя моя вечерняя, любовь неугасимая, царя моя вечерняя, любовь неугасимая. Песня называется «Валенки». У нас нет мусора. Мы прям все с кожурой. Точно. Мы все с кожурой. Заходи на страничку, ты очень редко заходишь. Валик, не так. Молодец. Подшитый старенький, здесь валенки носи, тем же мама ходить, валенки На мире есть. подшитый старенький, валенки, ой, ты гуляй, коль Николай, сиди дома, не гуляй, не ходи на тот конец, не ходи девкам конец. Валенки, валенки, ой, ты подшитый старенький, валенки, валенки, ой, ты подшитый старенький, чем подарочки носить, лучше валенки подшить. Валенки, валенки, ой, ты подшитый старенький, валенки, валенки, ой, ты подшитый старенький. Сиди, люди, сиди, как же я любила, по морозу босиком, милому ходила. Валенки, валенки, ой, ты подшитый старенький, валенки, валенки, ой, ты подшитый старенький. Как же я любила, по морозу босиком, милому ходила. Валенки, валенки, ой, ты подшитый старенький. Как скажете? Давай, слышно меня? Значит так. Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас всех вот с прошедшим праздником. Ну и, конечно, с наступающим. Вот у меня есть одно стихотворение. Оно основано на реальных событиях. Вот, был такой танкист Самсонов Тихон Илларионович. Он участник поединка. Было 7 пантер и наша Т-34. И вот у меня получилась такая баллада. Солнце луч золотился на тусклой броне. Молодой лейтенант на стальном скакуне, заменив битый трак, догонял корпус свой. И, забыв о войне, любовался весной. На пушке расцвел первоцвет голубой. С краю леса в кустах танки фрицев другой. Быстро в люк к экипажу, что к бою готов. Вот все уже на местах, все понятно без слов. И казенникам в пушку доставлен снаряд. Надо бой принимать, нет дороги назад. Замер мир в вольных красках девчушки весны. Первый взрыв. Пир кровавой, жестокой войны. Сколько выстрелов было, теперь уж не счесть. Но была не уронена воинов честь. За спиной у солдат вся родная страна.
7 панер, только 34 одна. Растерялась в бессилии трудяга весна. Вся трава на поляне была сожжена. 6 подбитых зверей захлебнулись огнем, а в 7-м, видно, немец был тоже умен. С расстояния пантеру никак не достать. Вновь от ярости хриплый приказ «Заряжать!». Танки ринулись в бой, видя ясную цель, чтобы закончить смертельную эту дуэль. 2 различных хлопка, как один, раздались. Звуки выстрелов 2 воедино слились. Вся добыча досталась обжоре огню. Эти танки друг друга подбили в бою. Вдруг раздался с небес, как знамение гром. Зарыдала весна своим первым дождем. Но оплакивать рано отважных солдат. Наши целы, лишь раненый в грудь лейтенант, глядя в небо умытое, молвил: конец. Ну, видел. Из облака машет отец, не вернувшийся с финских дорог снеговых. Не спеши умирать, будешь жить за 2. А в сторонке тянулся из дыма на свет чудом выживший в битве. Хочу вам сказать, что весь экипаж прошли всю войну, участвовали в битве за Берлин, и вот командир экипажа умер только в 2005 году. Такие у нас герои. Вот. Ну и вот это стихотворение, оно одно из последних моих. Вот вижу уже, знаете, как вот родные лица, которые постоянно практически, да, приходят вот к нам на наши вечера. И есть у меня такое стихотворение «Объяснение в любви» называется. Я любви пишу опять, хотя себе давала слово «любовь» в стихах не вспоминать, отбросить цепкие оковы. Но не могу здесь промолчать, причины нет того стыдиться. Закрыть все чувства под печать, прочь бежать, как ученица. Иду я на свидание. Волнуюсь так, что дрожь в коленях. Восторг подобен мотылькам, парящим в небесах вселенной. Страшусь вам посмотреть в глаза, вдруг там увижу равнодушие. Не видеть глаз уже нельзя, теряюсь, как в райских кущах. Боюсь своих неточных слов и неуверенных движений, но к вам стремлюсь я вновь и вновь, как альпинист превосхождения. Без вас и правды в жизни чуть, мираж, иллюзия, химера. За наш совместный дружный путь я благодарна вам без меры. В моей судьбе живой родник, души дающий исцеление, огонь, расплавивший ледник покровного происхождения. Свой монолог договорю и возвращу в свою обитель. Я вас так искренне люблю, мой благодарный, верный зритель. Спасибо вам, председателю комиссии по патриотическо-воспитательной работе района Мокроусовой Наталье Викторовне. Добрый день, мои дорогие, любимые, уважаемые. Много слов сегодня было сказано и с прошедшим праздником, и с будущим праздником. А сейчас я вот просто хочу вам сказать добрые слова, что вы с нами, что вы такие активные. Нина Васильевна, спасибо вам за такой прекрасный организованный праздник, за такое значимое мероприятие. Очень приятно, что вы собираетесь за таким вкусным, таких хороших, добрых людей. И я хотела бы вам всем пожелать, самое главное, будьте здоровы, будьте всегда такие активные, чтобы рядом с вами, не побоюсь этого сказать, хотелось жить, хотелось улыбаться, хотелось
писать стихи, хотелось слушать эти стихи, петь песни. И всех вам благ. Наши не закончены. Я приглашаю к микрофону одинокого Василия Георгиевича. Это тоже ветеран нашей первичной организации. Здравствуйте. Я, конечно, только начинающий. Привет, мы тут с Александром Овчинниковым вместе его тот самый. Ну, в данный момент ему сегодня... Ничего, давайте, начинайте. Себя. Конечно, я волнуюсь, и выступление мое первое перед вами такое. Приходится аппаратуру. Песня от героев былых времен из кинофильма «Офицеры» написали слова Козака, музыка Аграновича. Не волнуйтесь. Спасибо. Героев былых времен не осталось порой имен тем, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблести поселилась в сердцах живых. Это вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. Посреди на моих бойцов, в лицо, он застыл батальон в строю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал берег. России такой, был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий глядят. Это взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть. Ну, я еще вторую хотел песню спеть, не знаю, вытянуть. Нет, ну попробуем. Это песня 30-х годов, исполнял ее Утесов. Вот, это самое. «Утомленное солнце». Вот, я просто немножко такой. Значит, слова
Альбека, а музыка я же петербургский написал это самое. Вот попробуй сейчас. А? Волнуюсь, я же Снег идет. Утомленное солнце нежно с моря прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. И немного грустнулась, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Расстаемся я не в силах злиться. Виноваты в этом ты и я. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Без тоски, без печали, что в этот час прозвучали слова твои. Остаемся не в силах слиться, а виновата в этом Утомленное солнце нежно с морем прощалось. Немножко присядьте. Болезнь неспокойных руки, но... Кстати, здесь очень дует. Я вот специально одела. Холодно. Чаще, Нина Васильевна, чаще надо. А война отнимает жизнь. Поэтому нельзя забывать о тех страшных годах, и наша задача воспитывать подрастающее поколение, и никогда, пожалуй, не наступит такое время, когда можно сказать, что о войне сказано уже все. Наши деды, отцы выполнили сложнейшую задачу, а наша задача простая, но важная – помнить. Вот как бы на этом наша патриотическая часть заканчивается, но так как уже мы в преддверии весны, женского праздника, дни становятся длиннее, светлее, природа пробуждается, и хотелось бы почитать такие стихи. Кстати, о них тоже все брали хроники на войну и читали тоже. Я приглашаю Братенкову Ольгу Леонидовну. Телефончики вам, да? Видео сбросите?
конечно, праздником. Мы его отмечаем. Окончанию войны 75 лет и будущее 8 марта. Я хочу вам почитать. Дело в том, что во время войны, то есть когда призывали на фронт, молодежь брала с собой стихи. Вот даже вот в этом фильме «А зори здесь тихие», там была Гурвич такая, она училась в литературном институте. И вот там показано, как во время затишья, пока не было стрельбы, боев, юноши или девушки брали эти свои буклетики и читали стихи. Конечно, они читали о любви, они вспоминали родителей, о доме, о будущей жизни. Никто же не думал погибать. Думал, что война – это, год, сколько-то, не более. А она все-таки протянула целых почти 4 года, если даже побольше. Поэтому у всех были надежды. И читали, тогда не знали этих военных песен, не знали военных стихов, потому что войны еще не было. Увлекались Блоком, увлекались Цветаевой, увлекались Анной Ахматовой и Тютчевым, Фетом. Понимаете, вот такие, классика, русская классика. И именно вот этими стихами увлекалась наша молодежь. Студенты, которые пошли, ребята молодые. У каждого были, так сказать, любимые стихи. И, конечно, хотелось их почитать во время затишья, спокойствия, вспомнить дом, семью и какие-то надежды. Я вам хочу прочесть Фета. Фет родился в 1820 году, 19 век. Да? Вот, лирик, великолепные стихи, очень мягкие, очень нежные, очень о любви, о женщинах. Вот он такой был, любвеобильный товарищ, и поэтому посвящал много стихов женщинам. У него есть цикл стихов. Я вам прочту из цикла «Снега». Пока еще снег не совсем сошел. 8 марта. Да, так что вот этот цикл я вам прочту. Знаю я, что ты малютка. Вот знаете, небочью тоже. Лунные ночи не... Знаю я, что ты, малютка, лунной ночью не робка. Я на снеге вижу утром легкий отчиsk башмачка. Правда, ночь сияние лунным, холодна, светла, тиха. Правда, ты недаром, друг мой, покидаешь ложе сна. Бриллианты в лунном свете, бриллианты в небесах, бриллианты на деревьях, бриллианты на снегах. Но боюсь я, друг мой милый, как бы в вихре дух ночной не завеял бы тропинки, проложенную тобой. И второе маленькое стихотворение. Первый раз я выступаю хотя живу здесь 50 с лишним лет. Щечки бдеют алым жаром, соболь инеем горит, передыхает легким паром из ноздрей твоих. Детский локон, наказание посидел 16 лет. Не пора ли нам сказать, дома ждут и предаться разговорам до рассвета прыгнуть, а мороз своих взоров на себе напишет.
оправдывается. Как получилось, так Очень тяжело, конечно, читать лирику. В завершении хочется сказать, что вы видите, что наши ветераны настолько активизировались в последние годы, вот просто, понимаете, даже вот внешне помолодели, постройнели, такую активную ведут работу. Конечно, вот у нас в первичной организации более 100 человек ходит в Московское долголетие и занимается по программе Московское долголетие. Но я не буду перечислять. Занимаются, ну, всеми видами. Вот у нас зумбисты сидят, вот у нас хористы сидят. В общем, много можно всех. И языки изучают, и компьютеры изучают, и скандинавскую ходьбу, и все, что угодно. И вот как бы хотелось сказать, что это один из наиболее таких кружков, ну, можно сказать, он и затратный, он и требует терпения, он требует и навыков определенных. Вот хотелось бы, это я говорю о том, что ну, такая маленькая мини-выставка, у нас вот входит сам председатель ревизора нашей первичной организации Кузнецова Раиса Ивановна, которая покажет вам вот своими руками, какие рукоделия она сделала. Это называется валяние. Это знаете, как раньше валенки валяли. Да. Давайте. Электронный адрес слушай. Вот здесь галочка есть? Сейчас на галочку нажмите, и сохранится. Вот галочка вот здесь наверху. Значит, я вот эти данные... Знаете, я сегодня хотела вы хотите на электронку? Да, потом созвонимся, Василий ладно. сказал, у меня тоже раньше ассоциировалось, что это валенки, ванная шапочка. Когда я начала немножко заниматься, то есть я поняла, что это целая вселенная. То есть валять можно все. Одежду, обувь, предметы интерьера, сумки, украшения. Все, что вы хотите. Ну, я вообще недавно валяю. Кстати, год назад Нина Васильевна меня пригласила на посиделки в свою первичную организацию. Я пришла со своими шарфиками год назад. Так что, Нина Васильевна, и еще хочу, вы знаете, поблагодарить одного человека, который участвовал во всех моих начинаниях. Это моя соседка Смирнова Людмила. И давайте, вы уже все устали, мне нужны две народные модели. Какого размера? Любую выбирайте. Какого размера? Меняются наши женщины, да? Но я вам хочу сказать, вот эти шарфики, они греют душу в прямом и переносном смысле. Потому что это чистая шерсть, это натуральная шерсть. И когда вы, ну не только украшения, а просто вот весной, сейчас я покажу бактусы, то есть это приятно очень для тела. Так, вам давайте вас. Пожалуйста. Ну я как бы мне сейчас... Так, вот такие еще есть бактусы, платочки, которые греют. Вы видите, что я потом покажу, я очень люблю дырочки, поэтому это моя слабость. Так, а мы вот видели сейчас, не только вот можно так. Ну, это отдельно, это отдельно, это технологии, так что давайте мы, вы тут надолго останетесь. Можно так, допустим, а теперь? Почему бы не одеть на летнюю одежду? Вот такой платочек, да? Да. Теперь мы... Ну вот можно такой, который я как говорю, горлышком, который вас очень греет. А у нас женщины меняются. Да, вот о чем я говорила. Вот смотрите, вообще дырявый. Но он настолько теплый, вот я приносила всю зиму. И я просто на вас покажу, вот, пожалуйста. То есть... как вы все-таки это делаете? Ну это отдельно, давайте, Нина Васильевна, отдельно мастер-класс. Так, давайте, давай.
Так. Сейчас я. Только ночью. Сейчас, Светлана. И вот хочу показать еще, как это вообще меняется все. Вот я на Валентину сейчас набрасываю. И вот, вы знаете, вот у нее другое настроение. Она берет, очень красиво, переворачивает, и у нее совершенно другое настроение. И вы знаете, я хочу сказать, что у меня все время, наверное, как у каждой женщины, была проблема. Нечего одеть и не знаешь, куда девать вещи. Так вот, за счет вот этих аксессуаров, то есть я расширила свой гардероб, и по настроению я одеваю шарфики, и вот в такую погоду, сейчас я покажу, более праздничные, более солнечные. Вот это тоже, это все тепленькие. Они очень тепленькие. Но это более такие вечерние. Сейчас я всех женщин Подари. Вещи это не дешевые, я знаю, это дорогие. А вы пейте чай, пейте, угощайтесь. Это уже как бы такая самое такое, о чем я говорю, плохое настроение, одеваешь шарфик. Давайте для конечного всех берите, я вас всех Так. Вы не двигайтесь, чтобы делать, я вас... Ну еще там шарфики у меня. Так, мы все наряжены. Вы знаете, вот как бы я просто одну Вы соседку нарядите, вот рядом вышла, вы ее тоже нарядите. Кого? А, Люся? Она я не вот вот эта жилеточка, вы знаете, сколько она весит? 162 грамма. И теплые. Надо фотографию. Чистый шерсть. Короче говоря, покупаем. Все это покупаем. Да, конечно. Покупаем. Так, и я просто для сравнения покажу шарфик, который я пришла год назад к Нине Васильевне. Мы мерились. Снимались. Давайте тоже я вас и пока заведение. Ну нет, я не могу. Нет, давай. Нет, это плохой Какой-нибудь. Ой, все, не насильно. Да, когда дело касается нарядов, я хочу два слова, пока они наряжаются. Блинчики, которые вам предложены, сделаны руками нашей первички. Я тут сейчас Так что я всех поздравляю с наступающим 8 марта. Вам, чтобы вы радовались. И каким бы вы творчеством ни занимались, чтобы вам приносило радость. Всем здоровья. Вы теперь немножко помолчите. Так, нет, наоборот, ставьте нашего... Не-не-не, я потом. Да. Пожалуйста. Да. И все. Еще не все, еще не все. Это была такая пауза. Ну, вообще-то, конечно, уже к концу, так, тихонечко, к концу уже подходит наше мероприятие. Я уже сказала, что оно приурочено к 75-летию. У нас не только это мероприятие, у нас и в районе, и шахматный турнир прошел, и фестиваль прошел. Много было как бы мероприятий, которые все посвящены 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И я хочу сказать, что, конечно, вы видите, что наш район, вот я не знаю, как в других, вот я, с Алексеем Андреевичем ездила по другим первичкам, участвовала там в каких-то, какое-то застолье. А мне кажется, у нас, такие все активные, такие все хорошие. Да. И вы видите, что у нас не только у нас как бы и люди хорошие, но у нас и район цветет и пахнет, зеленеет,
дома такие красивые, скверы такие, велодорожки, в парке, в общем, метро почти рядом. Ну, в общем, есть чему радоваться. И вот в заключение хочется вот пригласить еще раз, значит, наших поэтов, которые про Бескудникова такую поэму сочинили. Бескудники окраин Москвы, из сказок Стиховодского предместья, из песен Леонотовской молвы, весь путь ее истории известен. Любовь к свободе жителей ее еще в далеком веке отмечали. Ведь плату за свободное жилье крестьяне целый век не отдавали. Суглинистый, тяжелый, огород. Скопать непросто, надрывая жилы. Когда кирпичный здесь возник завод, крестьяне куш за землю получили. Здесь силу набирал рабочий класс, и вырастали новые кварталы. Шли годы трудовые, и сейчас, куда ни глянешь, вложен труд немалый. И сохранив природу красоту, высокий бор, простор для каждой птицы, безбожники исполнили мечту, вошли достойно в светлый круг столицы. Дебрунина, Бескудникова знаем, микрорайон зеленый самый-самый, площадки для детей, ну чем не рай? Играют дети, радуются мамы. Многоэтажки достают, цветут пионы, розы на газонах, а под землей строители ведут метро от центра до зеленой зоны. Растет и расцветает наш район. Мы пожелаем всем, без многословия, любви и счастья, света в каждый дом, а главное, хорошего здоровья! Дмитриевский Андрей Александрович написал и слова, и музыку этой песни. Это гимн нашего района. Я думаю, все знаете. Значит, я запеваю, вы мне помогаете. Спальный район, наши края, здесь пролетела юность моя, здесь же пройдет в общем вся жизнь. Вот уж и дети здесь подросли, кто-то придумал этот гармон. Мол, не фонтан, это спальный район, но почему-то из центра всегда мы с наслаждением едем сюда. Все Бескудникова мое, деревья за небо синего, наш спальный родной район. И нету для нас красивей не только во всей Москве, но даже во всей России. Бескудникова одно, наш спальный родной район. Старый район, старый район. Ладно, в общем, уже все. Слова забыла всех куплетов. Еще разок припев. И Бескудникова мое, деревья до неба синего, наш спальный родной район. И нету для нас красивей не только во всей Москве, но даже во всей России. Бескудникова одно, наш спальный родной район. Ура! Если получится сегодня. Если видео сегодня не получится, мне его монтировать еще надо. В нашем мероприятии. Да. Пожелать всем крепкого здоровья, долгих радостных дней жизни, положительных эмоций, любви, заботы, дорогих и близких для вас людей.
Вы с достоинством прошли все испытания, с которыми встретились на жизненном пути. И являетесь человеком поколения самоотверженного труда, стойкости и упорства. Будьте здоровы, благополучны и счастливы. Пусть в вашем доме царят всегда мир, согласие, надежда и любовь. Спасибо. Председателю Совета ветеранов района Казачуку Алексею Андреевичу. Уважаемые ветераны, благодарю всех присутствующих здесь гостей. А что касается второй первички, большое вам спасибо за вашу работу. Но хочу напомнить, что ваша работа не закончена. Почему? Поясню. Потому что смотр конкурс рассчитан 2 этапа. Первый этап – районный смотр, а в округе входит 16 районов. Поэтому ваша первичная организация завтра будет предложена или доложена в округе, что вы заняли первое место по району. А в итоге будет 16 таких первичных организаций. И вот я хочу пожелать вам, что среди 16 вы никому не отдали первое место. И помнили, что наш район с 2016 года по Москве занимает 2-е место среди 125 районов, а в округе 1-е место. Поэтому желаю вам успеха. Вторую первичку прошу всех остаться. Здесь мы сделаем фотографию. Соцкопесники, мы все с вами коллеги по званию «Дети войны», потому что примерно ровесники. Я впервые на этом мероприятии и хочу поблагодарить всех, и Совет, и наш Совет ветеранов, за то, что здесь проводится такая работа. И у меня родился экспром. Сейчас его зачитали. Хороших женщин много на земле, особенно в советах ветеранов. Они заботливы, приветливы ко мне, и я всегда встречаться с ними рада. Совету ветеранов. Чтобы снять немножко напряжение, конечно, предстоящая годовщина Победы, это великая, моя семья отдала 5 человек за победу, даже последний брат, 14-летний погиб, партизанами на связи подорвался на мине. Я хочу вам прочесть стихотворение, в котором вы узнаете все себя и немножко посмеетесь. Стихотворение называется «Напасть». Раньше я всегда спешила, норовила все бежать, а теперь все больше тянет посидеть и полежать. Дочка выросла и внуки, и у каждого семья. Брать мне зеркало не хочет, изменилась сильно я. Раньше песни петь любила и могла пуститься в пляс, а теперь хрустят колени, плохо виден глаз. Копошусь иглой, ниткой, не могу в ушко попасть, вещи я теряю часто, настоящая напасть. Вот на кухню поспешила, ничего там не нашла, и стою остолбенела, я зачем сюда пришла? Я как будто бы все та же, только стала все шиной. Или это просто возраст что-то делает со мной? Спасибо за внимание.